Даже сам отбор участников. То есть отбор участников идет по именам, смотрит, ага, надо, чтобы там был иностранный архитектор, московская фирма, наш какой-нибудь известный архитектор. То есть это такие концерны, получается, на самом деле. А у вас такого концерна не было, да? И нет? У меня была московская фирма, вот с ребятами, с которыми мы учились, у них неплохая фирма, там они практики, я им какие-то мог идеи подсказать. В общем, могло получиться, наверное, интересное что-то. Вот этот кубик, да, он, Саттаров правильно говорит, он будет восприниматься с Волги, он будет восприниматься хорошо, но если бы в этом кубике, например, был музей современного искусства, да, мне было бы это понятно. И это было бы круто вообще. Музей современного искусства, вот такой вот он весь, на реке, открытый для туристов. И форма у него потрясающая, и внутри что-то горит. Это просто, ну, просто для Казани было бы очень эффектно. А в форме мечети все-таки должна быть, наверное, ну, удобно для самих мусульман. И, в принципе, если говорить о, вот опять же, что мы выбираем, да, удобную архитектуру, удобную для мусульман, да, или же мы выбираем какую-то интересную архитектуру, да, передовую. Хорошо было бы, конечно, соединить и то, и другое. И при этом не повторить уже то, что Заха Хадид, например, делает, да? Она хороша, да. Ее сложно не повторить, потому что сейчас все плавные формы связывают, ну это а-ля Заха Хадид. То есть, что это сделать что-то плавненькое, это сразу же уже настолько сильный бренд уже у этого архитектора. Вот. А здесь, мне кажется, надо опираться на какие-то наши истоки. И в этом плане даже Гауди мне ближе, чем вот Заха Хадид. Только современная как бы интерпретация вот этого, ну мне вот, по крайней мере, в моем восприятии татарская культура от 16 века,